Ребят, иду в гараж. У меня в руках вон такие безделушки. Что и как я буду делать, зачем я иду в гараж, все покажу. А может еще и прокатимся на буране. Собаки почувствовали, начали лаять. Знаю, что возможно куда-то мы поедем сейчас. Немножко намело тут. Вот так выглядит наш буран с прошлого похода. Сейчас я включу фонарик. Капот я скинул. Безделушки вот тут я оставлю. В баке у меня 5 литров бензина, ровно 5 литров. И сегодня я буду сжигать этот бензин. Надо сжечь. В прошлый раз я здесь смазывал вариатор. Немножко подтекает там чуть-чуть. Но от того, что там ролики немножко трансмиссионным маслом чуть-чуть помазал. И в принципе в коробке здесь вот затянул цепь. Чуть-чуть надо было затянуть там немножко уже. Ну, очень много уже шаталось, болталось. Все это дело, маленький ТО я сделал. И закончил я этот ТО. Снял вот отсюда. Вот вон там в углу должно быть этот коммутатор. Если правильно я назвал эту безделушку. Вот это коммутатор. Считай. Будем считать. Здесь стоит вот такой К1Б. Вот такой коммутатор там стоит. Это родной. А это я сейчас прикупил. Стоит 850 рублей. Это запас я взял. Хотел еще магнито взять. Магнито, магдино. Все, в принципе, одинаково. Все равно магнито. Если правильно, магдино. А по жизни мы называем его магнито. Но его в магазине не было. Как назло для меня. Ну, рано или поздно я прикуплю. После 15-го сказали подъехать. Может будет. В 2 магазинах и нигде не было ничего. Сейчас я поставлю, знаете что? Не родной. Туда буду устанавливать. А установлю так. Подключу и все. Пусть болтается. В принципе, от этого, не знаю, может не будет сгорать там. Но просто я испытаю, будет работать или нет. Вот такие у меня планы. Ну, немножко прокатимся. Этот бензин надо сжечь. Это у меня прошлогодний бензин. Полный бак был, 28 литров. И за 28 литров я проехал, за 23 литра проехал, вот, получается 101 километр. 101 я проехал. И еще полностью я сожгу этот бензин, посмотрим, на сколько километров хватает бак. Вот. Ну все, сейчас установим и попробуем завести, заведется или нет. Подключается, в принципе, все просто. Вот это новый. Тут 2 штекера. Вот таких. Там магнито предлагали мне чуть-чуть другой. Ну, другие уже штекера там. И самое главное, если магнито новый взять, то уже надо взять новый коммутатор. Все это дело. Я, короче, решил подождать. Если будет, прикуплю. Тоже уфимский какой в продаже имеется. Так. Ну и здесь получается еще вот этот штекер. Так. Это у нас вот так.
Вот и все дела. Все установил. Это мы возьмем с собой. Пока так. А там уже, когда доедем, съездим, все это дело, будем уже полностью прикрепим, если будет все четко работать. Но это все сразу покажет, заведется или нет. Коммутатор, в принципе, тоже запас нужен. Тоже говорят, что сгорает сейчас еще. Был вопрос, почему у меня, сам ли я это сделал, выхлоп в сторону. Я еще тогда вообще ни хрена не варил, ничего, я попросил одного знакомого, он, Валентина даже, с Ивидора, он мне приварил. Сейчас, конечно, буран громче орет, потому что выхлоп в сторону идет, а когда вниз, потише едет, но и гущанки примерзаются, все примерзает там, остатки масла идет все на гущанки, износ от этого лучше в сторону, я так думаю. У нас все так делают. Так, все, будем заводить, и если заведется, съездим. Куда-нибудь за речи съездим. Так, ключи еще надо взять. В принципе, все, эту спинку я, наверное, оставлю, пока он мне не нужен.
Ну вот. Буран по снегу пока едет нормально, по целине, только путь прет. Снега-то не так много еще. Собаки хитрые. Сейчас подошли, но вообще ни в какую не садятся. Локса, айда, айда, все. Хочется и колется, но не хочет еще. Спрашивается, почему я тут проехал. Вот захотелось мне просто вот по тайге проехаться на малых оборотах. Вот на таких малых оборотах и магнито тоже частенько сгорает, как мне сказали наши мужики. Почему я там не проехал, вот здесь? Потому что здесь канава, ну, не стал рисковать, потому что там может быть вода. А под снегом все талые, места талые. Сейчас я здесь развернусь и обратно по своей буранице проеду. Может быть, завтра здесь на пастелушке с ребятами, с сыновьями я поеду туда, куда-нибудь. Свежие бураницы, вон на буране поднялись, это рыбаки, груженные, видно, как по следам. Да, такая корыта вот так, видно, что тянется. Может, спустились, хрен его знает. Туда, лак, лакенмон. Убегает. Услышал там лай собаки. Это хитрая Айда наша. Да. Передаю привет от своих подписчиков, своим собакам. Так что не говорите, что я не передал. Много раз просили передать привет Тулану. Тулану большой привет передаю от своих подписчиков. Вот так. Локса, давай. А? Вот не хотят еще, боятся. Давай, Айда, ни в какую. Сегодня день также очень хороший. Вчера вечером ветрено было, сегодня безветренно. Так хорошо сейчас гулять. Не знаю, сколько там у меня сажал за это. Там бак почти пустой, что ли, уже? А, нет, все нормально. Еще где-то, 2 литра, наверное, сжег примерно. Сейчас я здесь проеду, может еще в ту сторону, где рыбачим, туда еще съезжу, если бензина хватит. Здесь эта тропинка пускай тоже будет. Все, это, локса мунан, лок, все. Молодец. Сейчас заведу. Мы на лавы. Вот, боится как. Все. Блин, надо было чуть-чуть газовать.
lock. Lock, sir, lock, lock. Lock, lock, hayda. Lock, sir, lock, lock. Lock, sir. Lock. Relax. Lock it, lock, lock. Все, ребят, это конечная остановка у меня. Дальше не поеду. Здесь уже река начинается, где я рыбачу.
Ну вот протоптал дорогу. Вдруг приедем, сейчас у детей у нас каникулы, с ребятами, может, на рыбалку приеду. Но, как мы видим, здесь обычно каждый день рыбачат. Вот тут ни одного человека я не наблюдаю. Значит, рыба все-таки еще не берет. Собаки отстали, мощно отстали, даже тулан отстал. Потому что по целине сейчас ехал, они проваливаются. Бегут, конечно, они догоняют меня, но я не знаю, когда они придут. Буду менять аккумулятор. У меня вот сейчас разрядился аккумулятор. Но одна шкала осталась. Сколько я снимал на один аккумулятор? Sony 300 снимаю, экшн камера. Один аккумулятор выдерживает. Сейчас на улице, без защиты, без бокса камера находится. Все четко. Так, ладно, меняю аккумулятор. Появился первая собака. Тулан. Без очков я, но вижу я тулана. Айда, конечно, отстала, да. Ну, она первый раз самостоятельно села и хоть немножко проехались. Айда, Тула! Молодец, Тулан. Ну, мужик крепкий он. Сильный парнишка. Сейчас легче им будет бежать. Я сейчас по второму разу именно по буранице проеду. Протопчу нормально. Пусть уже замерзнет. Тропинка будет, чтобы ходить. Можно на лыжах, можно на буране. Тула, лок, воли, лок, иди, любит что, лок. Лок, воли, бездельник. Бездельник, воли, таче, лок. Он не подойдет. Айды не видать. Айда. Где Айда? Где Айда? Тула. Что-то он быстро линяет. Буквально сейчас недавно начинал и уже заканчивается. Здесь вообще шкуру, ну, мех не менял. Только задние части. А где Айда, не знаю. Что-то она вообще отстала. Должна прийти. Не верю, что он не придет. Вон она рвет. Не оставит меня никогда. Бежит. Айда! Айда! Устала, бедолага. Ну, сейчас ты точно устала. Но ничего, крепче будете спать. Налог, Айда. Молодец, молодец, молодец. Давай садись быстрее, довезу тебя. Давай садись. Лакса, Лакса, Айда, Лакса. Ушла. Вот такой аккумулятор китайский. Это не оригинал, это китайский аккумулятор. Я брал в Алиэкспрессе. По совету Саши Мендруля. Очень хороший парень, который всегда все советует правильно. Спасибо, Саша, что ты мне выслал сайт, где можно прикупить это. Проверенный аккумулятор и работает только в путь. Сейчас я полчаса, больше получаса, наверное, снимал. Минут 40, наверное, сейчас ездил. Скажем, на ветру, видеокамера. Устала точно. Но ничего, пусть побегают. Это для них тоже надо. Чем в вольере или в цепи держать собаку надо вот так, чтобы бегали, ходили в походы. Тулан, он крепкий, блин. Он вообще здоровый такой бык. Мужик такой. Лок! 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 Айда, лок! Айда, лок! Она боится бурана, очень сильно боится. Тула. Вот такой бычок такой ходит. Ух, волчара. Айда. Дамочка наша. Давай, мунам. Давай, лакса, мунам. Ладно, сейчас заведу и дальше едем.
Айда, Овен. Тулан уже давно убежал. Он уже далеко. В Нигшере где-то бродит. Вот такой переход, ребят, я сделал. Если вдруг вода поднимется, чтобы бураницу не потерять, потому что ветром все наметет тут. Хоть немножко для себя понятно было, где моя бураница. Ну вот. Фу. Айда, Лакса. Лакса. Хан.
Ну вот и все, ребят. Приехали. Сейчас у меня на спидометре сколько там? 107,9. Проехали где-то 7 километров. Больше, чем 7 километров. Я думал, больше будет, а нет. Топливо на дне. Да, на дне. Ну, где-то там осталось литр. 4 литра ушло на 7 километров. Вот считайте потом. Общей сложности 100, ну, грубо говоря, 110 километров проходит этот бак. 110 разделить на 28 литров. В баке было 128 литров. И на 110 километров разделить. Примерно вот такой расход. Ну, кто спрашивал. Были комментарии, спрашивали и не раз, какой расход топлива. Так, дальше я сейчас буду менять обратно коммутатор. Сейчас который я прикупил. Хороший коммутатор, работает все четко. Вон он. Обкатка такая была. Ну, я поставлю родной. Потому что пусть будет пока так. А это в запас буду я возить. И еще дополнительно прикупить надо магнито. И можно ходить, ездить на длинные расстояния. Айда прилетела. А Тулан ушел, оставил нас. Как Нившера увидел, он поскакал Нившеру. Вот такие покатушки, ребят. Спасибо, кто посмотрел очередной фильм покатушки. А сейчас я буду коммутатор менять, заправлю полный бак, бензин надо разбавить, заправить полный бак и дальше ждать новые походы. А на сегодня все. Всем пока.